Здравствуйте, в эфире программа «Интервью». Итоги в жилищно-коммунальном хозяйстве подведем сегодня вместе с Ириной Головановой. Здравствуйте. Добрый день. Ирина Александровна, давайте подведем небольшие итоги 2025 года именно в сфере ЖКХ, которая касается, наверное, всех и каждого, и кто-то всегда постоянно ежедневно с ней сталкивается. Вот какие есть результаты? Да, сфера ЖКХ очень многогранна. У нас, скажем, если разбить сферу ЖКХ, можно как минимум на 3 направления. То есть первое – это благоустройство. То есть мы видим ту красоту, которую создают работники предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства. Это благоустройство парков, скверов, набережных. Второе – это содержание дворовых территорий, междудворовых территорий в нормативном состоянии, приведение каких-то отдельных элементов в нормативное состояние. И третье – конечно же, коммунальные сети, то есть поставка ресурсов и с использованием того хозяйства, тех сетей, которые есть, чтобы они тоже работали в нормативном состоянии и обеспечивали качественную подачу ресурсов. То есть вот 3 направления. По всем направлениям мы работу проводим. Первое, что хотелось бы отметить, это участие нашего региона во всех федеральных программах, какие у нас есть. То есть мы ни одну программу практически не пропустили. Во все программы подаем заявки, выигрываем гранты, финансирование и полностью реализуем. То есть не было такого, что мы, например, допустим, недофинансированы были или вернули деньги. То есть все, что мы заявляемся, мы получаем и полностью осваиваем. И это нам дает возможность как бы улучшить качество жизни для наших жителей. Поэтому, если посмотреть по проектам, это тоже очень много направлений. Это и формирование комфортной городской среды, нацпроект, и модернизация коммунальной инфраструктуры. Также мы ремонтировали сети с помощью средств Фонда национального благосостояния, привлекали специальные казначейские кредиты. То есть очень-очень много инструментов, которые можно было привлечь. Мы их все привлекли, выполнили все запланированные мероприятия, так же, как в предыдущие годы, и обновили инфраструктуру, благоустроили наше общественное пространство. Вот если мы пойдем как раз вот по этим направлениям, предлагаю сначала обсудить именно коммунальную инфраструктуру, потому что это один из таких вот самых актуальных вопросов. В одном из интервью вы говорили о том, что республика практически готова к зиме. Насколько, есть какие-то определенные проблемные объекты, и один из них в первые же дни зимы как-то объявился, это в Белорецке. Вот что есть сказать по этому поводу? Да, действительно, ежегодно наши муниципалитеты получают паспорта готовности в Ростехнадзоре. Это говорит о том, что, значит, как котельные, как сети, как многоквартирные дома прошли проверку. Необходимой проверке был проведен ряд мероприятий, и все, что необходимо было, скажем, экстренно было отремонтировано, проведены испытания и так далее, так далее. Персонал обучен, все готово. И Ростехнадзор выдает такие паспорта. У нас мы получили все паспорта. Есть регионы, где ряд муниципалитетов не могут это получить, не могут обеспечить выполнение всех мероприятий. У нас хорошо, что так получилось, что все абсолютно получены паспорта. Но при этом стоит отметить, что у нас, конечно же, высокий износ, в принципе, так же, как и во всех регионах Российской Федерации. Это связано с тем, что много лет коммунальной инфраструктуре не уделялось того внимания, которое, наверное, должно было быть, когда сети ремонтировались не в том объеме, чтобы они были приведены в нормативное состояние. И поэтому износ сетей у нас в целом по республике составляет 54%, в сфере теплоснабжения 43%. Есть отдельные муниципалитеты, где, конечно же, износ более большой сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. И здесь стоит отметить, что первое, конечно же, у нас очень большая республика, территория, рельеф определенной республики. У нас очень погодные условия, не самые простые, очень низкие температуры бывают, когда доходят до 35-40 минус градусов. И сети работают в таком напряженном состоянии. И, конечно же, это нужно выдержать, поэтому все ресурсоснабжающие организации, муниципалитеты проводят мероприятия, чтобы быть готовыми к зиме. Это и формирование аварийных бригад, и готовят технику, готовят противогололедные материалы, резервное топливо. То есть есть комплекс мер, которые муниципалитеты должны выполнить. И это, конечно же, делается. Что касается Белорецка, то да, к сожалению, к очень большому сожалению, мы начали отопительный сезон с этой аварии, когда практически сутки жители были без теплоснабжения. Здесь причина, скажем, первая, это, конечно же, износ сетей, где Белорецкий износ сетей теплоснабжения на 20% больше, чем в среднем по республике, то есть он 74%. И, конечно же, и все внимание было туда, и
Мы до этого тоже, правительство республики нам давали поручение, что необходимо эти сети ремонтировать. В рамках республиканской адресной инвестиционной программы выделялись деньги отдельно этому городу. Был проведен ремонт сетей теплоснабжения. Также, когда мы привлекаем федеральные средства в программы МКИ, скажем, да, модернизация коммунальной инфраструктуры, мы тоже включаем город Белорецк. Вот. Но это темпы замены не позволяют нам обогнать, скажем, старение сетей пока на сегодняшний день. И поэтому здесь только привлекать средства и ремонтировать остается. И точечно ремонтировать их, вовремя выявлять. И вот недавно, прям буквально в Белорецке после этой аварии, понимая, то есть раскрыв эту, скажем, болевую точку, муниципалитет понял, что рядом тоже еще есть проблемы. И буквально прям позавчера целенаправленно было также остановлено опять теплоснабжение, где оперативно, подготовив все заранее, был проведен ремонт для того, чтобы через какое-то время, это не случилось ночью, неожиданно, нежданно, то есть был проведен ремонт профилактический именно той точки, где это требовалось. Поэтому, конечно же, внимание как ресурсников, как муниципалитетов, как министерства направлено на эту, скажем, проблему, и мы ее стараемся решать. И вы уже сказали о том, что в 2025 году удалось привлечь федеральные средства на решение каких-либо вопросов. Вот какие суммы, может быть, удалось привлечь? На что они пошли? Есть федеральный проект «Инфраструктура для жизни». Там под проект модернизации коммунальной инфраструктуры, как раз который предусматривает в рамках своей программы мероприятия по ремонту капитальному, реконструкции, модернизации и строительству сетей водоснабжения, водоотведения или теплоснабжения. А в 2025 году мы смогли привлечь 775 миллионов рублей федеральных средств. И софинансировав эту программу из республиканского бюджета, она стала у нас суммой 1 200 000 000. Было проведено 28 мероприятий, 6 из них это было строительство, остальное это было капитальный ремонт. Но наиболее большие, это, допустим, взять Кугарчинский район, село Мраково, где предыдущие годы в рамках нацпроекта «Чистая вода» был построен водовод с сетями. И для того, чтобы соединить уже построенный этот объект именно с сетями села Мраково, в рамках МКИ были построена эта связка. И теперь, то есть, жители села получают чистую воду, абсолютно свежую чистую воду. А далее в Верхних Татышлах были построены сети водоснабжения. В Кигах мы реконструировали котельную. И, конечно же, это ресурсоснабжающему предприятию позволяет сейчас начать экономить. И, скажем, опять же, экономию вкладывать в ремонт этих сетей. В 2026 также эта программа продолжается. Она в объеме 1 миллиарда 100 миллионов рублей. Там уже 41 мероприятие. Из них 6 мероприятий – это капитальное строительство. Все остальные – это именно ремонты. Скажем, это модернизация коммунальной структуры. Есть еще одно направление, когда правительство Российской Федерации приняли решение, что регионы могут оставить себе бюджетные кредиты. Это были инфраструктурные бюджетные кредиты, которые привлекались республикой ранее, то есть определенную часть, 2/3 регионы могут не возвращать. И 50% от этой суммы правительством республики было принято решение направить в сферу ЖКХ. И здесь тоже будут проводиться мероприятия. Мы в рамках списания этих бюджетных кредитов направим на строительство очистных сооружений в Татышлинском районе, на Благовещенский построим магистральный водопровод, то есть много-много-много тоже проектов, и поэтому каждый год федеральные деньги мы стараемся очень эффективно использовать, направлять в те точки, где наиболее у нас острые проблемы. Ну и сейчас практически во все сферы заходит цифровизация, как она осуществляется в ЖКХ. Ну да, мы стараемся тоже не отставать. Понятно, что на это нужны, наверное, какие-то, скажем, средства определенные. Не всегда удается их находить вовремя, но все-таки мы стараемся не отставать от коллег из регионов, от коллег из других отраслей. Первое, у нас в республике есть такая программа «Элтис», где любой пользователь может подключиться, установив на телефон приложение, и может отслеживать в режиме онлайн, сколько потребляет дом
скажем, водоснабжения, тепла, с какой температурой заходит тепло, сколько потребляется тепла, сколько дом потребил за тот или иной период, увидеть своевременно, какая авария происходит, то есть придет прям сообщение, что у вас повышенный расход воды, допустим, да, и, то есть есть возможность сразу позвонить в управляющую компанию, написать в этом приложении управляющую компанию, просигнализировать. И город Уфа очень активно работает, и уже выстроена такая структура, что с СЭЛДИСа в ежедневном режиме в штаб администрации города Уфы поступает таблица, где видно, какая управляющая компания, какой дом, что произошло. И, то есть, соответственно, даются оперативно уже какие-то поручения и, как скажем, отслеживается их исполнение. То есть это вот первая, скажем, да, такая программа. Второе, это у нас ГИС ЖКХ, где жители могут зайти, найти свой дом, посмотреть всю информацию по дому, передавать показания счетчиков. В ГИС ЖКХ есть такое, скажем, приложение «Госуслуги «Мой дом», где можно передать и показания, и оплатить услуги и так далее, и так далее. То есть не ходить в банк, скажем. Далее это, конечно же, погодозависимое оборудование, то есть когда в доме устанавливается оборудование, которое позволяет автоматически будет регулировать подачу теплоисточника, как бы теплее, значит, соответственно, меньше объем нужен, да, менее холодный, и поэтому это позволяет экономить уже жителям на этих ресурсах. Есть, допустим, в Дом Нефтекамске, который установили и погодного регулирования оборудования, и приборы учета, и свет, который реагирует, там, если нет движения, выключается. То есть полностью дом, скажем, и автоматически с приборов учета показания передаются. Дом полностью АСКО, как бы, да, связан в единую такую цепочку информационную. И соответственно, это, конечно же, практически в ноль выводит общедомовые нужды. Какие-то бывают же, при, там, допустим, потере тепла, воды. Там практически этого нету. Потому что жители, получая платеж, смотрят, за отопление столько, за воду столько. А еще есть, скажем, КР-НАСОИ, да, коммунальные ресурсы на содержание общедомового имущества. И у жителей всегда возникает вопрос, а что это такое? Вот в этом доме просто там стоит ноль, скажем, да. И очень жители это ощущают, вот эти вот расходы на себе. Конечно же, цифровизация, она нужна, важна. И плюс еще мы внедрили в наших водоканалах республики, в 6 водоканалах роботов-диспетчеров. То есть, когда человек звонит, как вот, скажем, когда записывается к врачу, такая же система, когда человек звонит и может передать роботу показания приборов учета, обратиться к диспетчерам, заказать вызов слесарей домой. То есть, это, конечно же, экономия водоканалов на секретарях, диспетчерах, и плюс отсутствие человеческого фактора, устал человек, допустим, да, там не взял трубку, без настроения. Здесь это все полностью исключается, и уже водоканалы отметили эффективность работы, внедрения вот этих вот роботов-диспетчеров. Поэтому мы стараемся как бы идти в ногу со временем, в пределах тех средств, которые имеются у предприятия, конечно, пока так. Время нашего эфира близится к концу, но не могу не спросить о таких программах, как вы говорили, о том, что уже обустройство республики, как оно продолжается. Вот какие объекты в 2025 году удалось преобразить? У нас объектов очень много, то есть благоустраиваем мы сразу по нескольким направлениям. Первое – это в рамках нацпроекта формирования комфортной городской среды, когда каждый муниципалитет получает определенную сумму средств в зависимости от жителей, какое количество жителей проживает там или в том или ином, допустим, муниципалитете. И мы федеральные средства распределяем, и благоустраиваются какие-то территории, парки, скверы, набережные. Таких 140 территорий в 2025 году. Кроме того, у нас активно мы принимаем участие в конкурсе малых городов исторических поселений. Это всероссийский конкурс, когда муниципалитеты, разработав проект, уже большой проект по сравнению с формированием комфортной городской среды, готовят заявку, направляют и выигрывают. У нас уже 39 проектов с 2019 года мы выиграли. Мы на втором месте, в принципе, по количеству и по объемам финансирования в России. И здесь, если там, допустим, в рамках ФКГС муниципалитет направляет 12-15 миллионов на парк, то здесь можно 50, 100, 200 миллионов выиграть и сделать уже более уникальный проект, скажем, чем, допустим, ранее. В этом году мы завершили в рамках конкурса малых городов исторических поселений в Ишимбае этот проект и в Баймакском районе.
районе. Это очень интересные парки, даже вот жители Уфы, когда приезжают, отмечают. Просто что интересно, там же свои традиции, своя история. И когда проектировщики разрабатывают, они используют вот этот вот накопленный вот этот опыт и пытаются сохранить или выразить более ярко ту или иную, скажем, составляющую этого района в этих проектах. То есть, посещая даже парк, ты уже понимаешь, что именно ты в Баймакском районе находишься. Да? Это очень интересные проекты. Они охватывают прям целый парк, где и сцены, и велотреки, и площадки для занятий спортом, и детские площадки. То есть эти проекты позволяют именно масштабные проекты реализовать в нашей республике. И эта работа, конечно, тоже будет продолжена и в следующем году на благо наших жителей. Ирина Александровна, спасибо огромное, что, несмотря на такой цейтнот, который присутствует в декабре практически везде, вы нашли время, пришли к нам и подвели итоги 2025 года, которые наверняка важно знать каждому. Спасибо. Спасибо большое. Это была программа интервью. На наши вопросы отвечала Ирина Голованова, министр ЖКХ Республики Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.